Духа Святого. Пан з вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, вітаю вас, дорогі дітки, на сьогоднішній недільній Евхаристії. І сьогодні Пан Ісус до кожного з нас задасть вельми важне питання. Хто я для тебе? За кого ти мене лічиш? І це вельми важне питання. І кожен, напевно, відкаже по-своєму. Бо в Евангелії казали, що Ян Хреститель, некоторые кажуть, що з мертвих повстав якийсь старий пророк, і так далі. Але Бог задає конкретне питання для тебе. А за кого ти мене лічиш? Хто я для тебе? Тому поспробуємо сьогоднішньої мши і так само у своєму серці відказати на це питання. Хто для мене Пан Бог? Хто для мене Ісус? Спочатку святої мши представимо доброму Богу наші інтенції, просьби, з якими сьогодні приходимо до Його. І я оферую эту святейшую оферу за померлих Шавіла Генриха, 10-го новину після його смерті, Яніну, Віктора, Тадеуша, Юхневич Яніну, Тадеуша, Яна і усіх померлих святих сімей. Просиш доброго Бога та пробачення усіх їх грехов і введення у Царство Небесне. Перепросим теперь Пана Бога за наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкой, словом, учинками, занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Прошу Найсвятейшую, за всю Ивану Марию, всіх ангелов і святих, і вам, брати і сестри, за мене та Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, хвала наша Богу, а на землицу покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Боже небесный, Боже Отче всемогутный, Пане, Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, смилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки статишь вооружайся, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысшийший, Иисус Христе, с Духом Святым, хвале Бога Христа. Молимся. Всемогутный Боже, учеников мы засюды шановали и любили имя Твое святое, бо Ты николи не покидаешь без опеки Ты, кого туляешь своей отцовской любовью, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и благодарит уедности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Читання книги пророка Захарії. Так каже Пан:
Я вылью на дом Давида и на жыхароў Єрусалема дух ласки и молитваў, и яны будуць глядзець на мяне, и будуць галасіць па тым, каго прабілі, як галосяць па адзінародным, и будуць плакаць па ім, як плачуць па першародным. У той дзень будзе вялікі плач у Єрусалеме, як плач ад Адрамона, у даліне Мегіцкай. У той дзень адчыніцца крыніца для дому Давіда і жыхароў Єрусалема, каб абмыць грэх і нячыстасць. Гэта Слова Божае. Тебе, мой Боже, прагнет душа моя. Тебе, мой Боже, прагнет душа моя. Боже, ты мой Бог, Тебе шукаю, Тебе прагнет душа моя. Мое тело по Тебе тужит, у земли пустынной, засохлой и безводной. Тебе, мой Боже, прагнет душа моя. Как Дух Святый я углядаюсь в Тебе, как убачить Твою силу и славу. О милосердность Твоя лепшая за життя, устны мои будут хвалить Тебе. Тебе, мой Боже, прагнет душа моя. Так буду благословлять Тебе в моем житті, и вознесу руки в имя Твое. Душа моя возвышается ниже глубже духа, и усты мои славят Тебе радостным спевом. Тебе, мой Боже, прагнет душа моя. Вот Ты стал моей допомогою, у тени крылов Твоих узадився, до Тебе и гнется душа моя, тримає віки Твоя правиця. Тебе, мой Боже, прагнет душа моя. Читання послання святого апостола Павла до Галатов. Брати, усе ви сини Божі поводле віри у Єсуса Христа, бо усе ви, хто охрестився у Христа пранулися. Нема уже ні юдея, ні грека, нема ні раба, ні свободного, нема ні мужчини, ні жанчини, бо усе ви одно у Христі Єсусі. Коли ж вы Христовые, то вы потомство Авраама и поводле обетания спадкоемцы. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Коли кто Божий идти за мною, не поедошится самого себе, что мне веры Твой не идти за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ну что, приглашаю теперь деток ближе. Кто есть еще из деток прячется, то приглашаю сюда ближе. Поговорим, пообщаемся. Вот еще есть, хорошо. Давайте теперь послушаем то, что хочет нам сегодня сказать Пан Иисус. Пан с вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Калі Езус маліўся у самоце, вучні далучыліся да яго і спытаўся ў іх: «Кім лічыць мяне народ?» Яны сказалі ў адказ: «Яном Хрысціцелем, іншыя Ільёю, некаторыя ж кажуць, што адзін з даўніх прарокаў уваскрос». Ён спытаўся іх: «А вы кім лічыце мяне?» І адказаў Пётр: «Месіяй Божым». Але ён строга загадаў ім нікому не казаць пра гэта, кажучы, што Сын Чалавечы павінен выцерпець шмат, што адцураюцца яго старэйшыны, першасвятары і кніжнікі,
і буде забитий, і на третій день воскресне. Усім же сказав: коли хто хоче йти за мною, нехай одречеться самого себе, щодня бере криж свій і йде за мною. Бо хто хоче врятувати життя своє, загубить його, а хто загубить життя своє для мене, той урятує його. Это слово Пана. Ну что, как ваши дела? Как на каникулах? Хорошо отдыхаете? Да, хорошо. У меня к вам вопрос. А за кого вы меня считаете? Кто я? Ну? Ксенс. Что я ксенц, хорошо. Ну а почему вы? Я ксенц Андрей, да, хорошо. Ну а почему вы узнали, что я ксенц? Ну, а как вы распознали, что я ксенц? Потому что вы идете ншу. Хорошо, я веду мшу. А чем еще? У вас особое одеяние. Да, у меня одежда особенная. Что еще? Вы бы на алтаре уже не стояли. Я бы на алтаре не стоял бы, если был бы ксензом. Хорошо. Еще какие-то идеи есть? Ну, какие-то еще идеи есть? Хорошо. А если я сниму орнат, сниму стулу, альбу сниму и тоже буду стоять? Почему вы мне распознаете, что я ксенз? Ну? Потому что... Это да, это визитная карточка. Мы узнаем тебя из 1000. Хорошо. Хорошо. Согласен. Но почему вы распознаете, что кто-то милиционер, кто-то врач, кто-то спасатель? Почему вы их распознаете? Да, по форме. Хорошо. К этому вопросу мы еще вернемся. Да, к распознанию. К этому мы еще вернемся с вами. Смотрите. Сегодня Пан Иисус задает такой очень важный вопрос своим ученикам. За кого меня считает народ? Кто я для народа? Дух! Дух, да? Хорошо. Человек, який взял на себе грехи света. Хорошо, подождем еще, это вернемся, когда мы дойдем еще. Но прежде всего, смотрите, да, многие начинают говорить: Иисус, ученики его говорят, Иисус, я где-то слышал, кто-то сказал про тебя, что ты Иоанн Креститель. А я слышал, что ты Илья. А я слышал, Иисус, что ты какой-то очень древний пророк воскрес. Да, то есть каждый ученик говорит: а я тоже слышал, и я слышал. Многие люди говорили. Сколько людей, да, столько мнений было про Пана Иисуса. Иисус задает теперь самый важный вопрос. Хорошо, это говорит народ. А вот вы, мои ученики, а за кого вы меня считаете? Кто я для вас? Да, и смотрите, и тут ученики все опустили головы. Они прислушивались только к мнению других людей. Но свое мнение выскажет только один из учеников. Да, Святой Петр. Святой Петр выскажет свое мнение, что ты Сын Божий, да, что ты Мессия Божий. И Иисус, сегодняшний Евангелие, дорогие детки, задает каждому из вас и вашим родителям: а кто я для тебя? Мы приходим в костел, мы молимся, но по сути, кто для тебя Иисус? Кто для вас Пан Иисус? Давайте об этом поговорим. Кто для вас Пан Иисус? Как вы думаете? Давай. Боженька. Боженька, да, хорошо. Для меня это человек, який взял на себе грехи света у 33-м году. Молодец. Сын Божий. Сын Божий, смотрите, да? Давай, Милька. Пастор. Пастор наш, да? Родители, а вот вы, да, дедушки, бабушки, а кто для вас Иисус? Задумывались ли когда-нибудь себе такой вопрос? Да, мы верим, все знаем, что это Сын Божий, что это тот, к кому я прихожу в костел, мы молимся к Нему, мы знаем про Марию, но кто для меня действительно Иисус Христос? Знаете, очень многие считают, что Иисус – это как волшебник, потому что я пришел, помолился, Он обязан исполнить мою просьбу, я помолился, Он обязан исполнить мою просьбу, да, и так далее. Кто-то действительно считает Иисуса своим Спасителем, потому что действительно Он изменил его полностью всю жизнь. Человек вел одну жизнь, но благодаря встрече с Богом
он становится совсем другим. У каждого, естественно, у каждого из вас будет свое определение Бога, да, Иисуса Христа, кто Он для меня. Действительно, кто-то скажет, что Спаситель, кто-то скажет, что действительно это мой пастырь, за которым я следую. Но это должно быть ваше мнение. Не мнение толпы, как в сегодняшней Евангелии, что каждый говорил разные вещи. Вот мнение, какой для меня Иисус Христос на самом деле, кто Он в моем сердце, что Он делает в моем сердце. То есть это очень важный вопрос, который каждый индивидуально должен задать себе этот вопрос. Кто для меня Пан Иисус? Хорошо, мы сказали, что Он пастырь, что наш Спаситель. Ну хорошо, скажите мне, детки, а как тогда распознать, что вы люди верующие? Как распознать, что вы люди верующие? Мы молимся каждое воскресенье в костеле. Вот одно. Может, нам надо купить длинные майки и на майке написать «Я католик». И будем все одинаково ходить в майках. Все в костеле будут ходить в одинаковых майках по всей Лиде, и будет написано «Я католик». Классная идея? А может, давайте купим кепки, и написано будет «I love Jesus», «Я люблю Иисуса». И вот все католики будут так ходить. Либо мы попросим кого-нибудь столяра, нам он выстругает большие деревянные кресты, мы все в костеле наденем их и будем ходить по Лиде. И тогда все будут знать, о, это католики с Лиды Фары ходят. Как распознать, да, как распознать, что мы люди верующие? Мы принимаем коммунию. Мы принимаем коммунию, хорошо, да? Ну, как распознать вас? Смотрите, видите, меня легко распознать по бороде, а как распознать всех остальных, что они люди верующие, что они католики? Ваших родителей распознать, дедушку и бабушку распознать, что они люди верующие. По поступку. Молятся по ночам. Празднование определенных праздников в определенные даты. Тоже как вариант. Хорошо. Что? Давай. Объяснение про Бога дают. Объяснение про Бога дают. Но есть еще попроще способ. Самый простой способ, который, в принципе, многие выполняют этот способ. И не надо на майки, потому что это очень просто. Знаете, очень просто одеть что-то, эту внешнюю форму иметь, ну, а что внутри меня, это совсем другая уже вещь. Очень легко что-то одеть и говорить, что я верующий, но внутри немножко по-другому. Что нам надо сделать, чтобы люди в нас распознали людей верующих? Сделать только хорошие поступки. Да, мы об этом говорили, это хорошие поступки, но к этим поступкам есть такое одно слово, вы его очень часто называете, и она начинается на букву «Л». Ну? Любовь. Молодец, правильно. Не лук, любовь. Любовь. Вот, это наша визитная карточка, дорогие родители, дорогие детки. Это наша визитная карточка. Только благодаря этому можно распознать, что мы люди верующие. Первых христиан как определяли? Люди проходили, которые не были связаны с христианством вообще никак. Они показывали пальцем, говорили, смотрите, как они любят друг друга. Это была визитная карточка христианин. И сегодня, детки, мы тоже пойдем улицами нашего города. Надеюсь, вы тоже к нам присоединитесь. Сегодня в 2 часа мы пойдем улицами нашего города. И это наше будет публичное свидетельство нашей веры. Чтобы каждый человек в Лиде сегодня тоже посмотрел и сказал, а кто они? А во что они делают? А куда они идут? А что они несут? Да? И тут будет наш момент дать свидетельство, дать распознаться как люди верующие. Вот именно благодаря нашей визитной карточке. Чтобы многие люди сегодня тоже в Лиде, когда увидят нас, они тоже сказали, как они любят друг друга, как они одной семьей идут сегодня в процессе Божьего тела, как одна большая семья, дружная семья. Поэтому, дорогие детки, старайтесь, как вы уже говорили, нашими добрыми поступками, добрым поведением, а прежде всего любовью, показывать то, что я человек верующий, чтобы каждый из нас распознал в нас человека верующего. Это очень важно. И к этому всех приглашаю. Не только вас, детки, но прежде всего ваших родителей. Аминь. Вызнаем нашу веру, веру единого Бога.
открываем наше сердце Богу, який неспинно наполняє нас своими ласками, узнесем до Его супольные молитвы. Молимся за Христовый костел, каб ён нястомна обвящал добрую новину, а по воскресении своего укрыжованного Пана. Тебе просим. Молимся за святого Отца и біскупов, пераемников апостолов, каб у тяжкие хвилины яны отчували допомогу своего босого наставника. Тебе просим. Молимся за тых християнов, якія не прымаюць святых сакраментаў, каб яны не аддаляліся ад Христа і здолелі прыняць Яго любоў. Тебе просим. Молимся за тых, хто зараз знаходзіцца у адпачынку, каб яны аднавілі свае фізічныя і духоўныя сілы для выканання сваіх абавязкаў. Тебе просим. Молимся за христианские семьи, каб оживленные Божьей любовью яны жылі ў спакоі і еднасці. Тебе просим. Молимся за наших померлых, особливо за Шавяла Генриха у 10-ю годовину пасля смерти, Янину, Віктора, Тадеуша, Юхневич Янину, Тадеуша, Яна і усіх померлих з гэтых сем'яў. Нехай всемогутный милосердный Бог дасть им ласку отпочивать в небесном владарстве. Тебе просим. Молимся за нас, удельников этой святой імши, каб мы навучилися дякувати за кожне отримане добро і ділитися їм з іншими. Тебе просим. Боже, Ты любишь усіх людей, выслухай наши молитвы и просьбы и одари нас Твоим спокоем. Праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог Отец Всемогутный. Бог прими веру с рук Твоих. Прими, просим Тебе, Пане, готов веру хвалою, умилостивления и ученика, почищенной моцею яе, мы могли веровать Тебе щиру любовь и наших сердцев. Праз Христа, Пана нашего. Пан с вами. У гору серце. Подякуем Пану, Богу нашему. За правды годно это справедливо, слушно и избавенно. Как мы завсюду Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, и Он после своего с мертвых повстания открыто з'явился перед усіми своими учнями. Бо Он святости до грешного человечества народился с Панны Марии, про свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание
дав нам вечное життя. Тому за аньолами, архангелами и со всеми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ними вскликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, Небо и земля, полные хвалы Твоей, осана на вышине, благословленный, кто приплотись во имя Пана, осана на вышине. Сапраўды Божа, Ты святый, крыніца усялякай святости, тому єдності з усім костьолом. У перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес, и спасал на апостола Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб, и подяку Тебе складаючи ламал, и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта есть тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келіх, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його все, бо це є келіх крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Це чините на мою пам'ять». Это великая таемница веры. обнажает смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийся в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвіруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих спавления. Дякуючи, что учини нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі. Удосконали його в любові, разом з Папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про усіх, хто Твоєю ласки дійшов з гэтага світу, і дозволим убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вечным, у єдності з Найсвятейшою Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как змі ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Ой же наш, который ясный в небе, святыся имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем
Пані, збав нас усього злока, дай ласкаво супокоїтні наші, да поможи нам і милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від граху і заховані всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя збавця нашого Ісуса Христа. Пане Ісу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наші, але на віру костелу Твоєго. І будь ласкавий згодно з Твоєю волею, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. І радайте ближньому знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягоною. Пане, не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Помолимся. Пане наш Боже, Ты умацовал нас со святейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебе, как офяра, якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного збавления, раз Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марії, Матці Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який піклувався Тобою після народження. Прошу Тебе в інтенціях этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, якое знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і отвагу, щоб вони не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам этому дитяті предвизначив. Слухаем парафіяльні об'яви. Святий Ружанець, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы у панядзелак святой сям'і, у аўторак Маці Божай Успамогі, у сераду Маці Божай Фацімскай, у чацвер Маці Божай Добрай Рады, у пятніцу Маці Божай Няслоўнай Дапамогі, у суботу беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, а ў нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай Ружанцовай. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла будзем адзначаць 24 чэрвеня урачыстасць нараджэння святого Яна Хрысціцеля. Парадак святых імшаў як звычайны, як у звычайны дзень 8, у 9:30 і у 18:30. 26 чэрвеня заканчэнне актавы Божага цела. Заахвочваем прыносіць на святую імшу кветкі і зёлкі, якія падчас кожнай святой імшы будуць асвечаныя. Таксама ў гэты дзень вырушыць першая пілігрымка Ліда Буцлаў. Сёння пры выхадзе з касцёла будуць нашы пілігрымы, будуць збіраць ахвяраванні на дапамогу ў арганізацыі першай пілігрымкі, якая трывае аж 9 дзён. Просім сардэчна аб гэтай дапамозе. Пры гэтай аказіі можна таксама на карце напісаць вашы інтэнцыі, у якіх пілігрымы будуць маліцца падчас вандравання да Маці Божай і там памоліцца таксама перед цудоўным образом Маці Божай Буцлаўскай. 27 чэрвеня урачыстасць Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. Парадак святых імшаў як у звычайны дзень 8, 9:30 і 18:30. Гэта таксама сусветны дзень малітвы аб святасці святароў. У сувязі з урачыстасцю ў гэты дзень пасціць не абавязкова. 28 чэрвеня ўспамін беззаганнага сэрца Маці Божай, а 29 чэрвеня нядзеля урачыстасць святых апосталаў Петра і Паўла. Ахвяраванні, збіраныя падчас святых імшаў, будуць прадназначаны на патрэбы апостальскай сталіцы, а ў парафіі Дзітва парафіяльны адпуст. У гэтым годзе, апроч першай пілігрымкі, плануецца таксама арганізаваць пілігрымку аўтобусам на адпустовыя урачыстасці ў санктуарыі Маці Божай у Буцлаве. Урачыстасці сёлета адбудуцца 4 і 5 ліпеня. Запісацца і атрымаць падрабязную інфармацыю можна ў закрыстыі альбо ў пані Бажаны ці пані Тэрэсы. Збліжаецца таксама урачыстасць у нашым дыцэзіяльным санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў у Тракелях, якія пройдуць з 11 па 12 ліпеня. З нашай парафіі 11 ліпеня вырушыць першая пілігрымка ў Тракелі. Распачнем наше вандраванне да Маці Божай а гадзіне 12. Таму сардэчна запрашаем узяць удзел у пілігрымцы, знайсці час, каб разам з сёстрамі і братамі веры крочыць з Хрыстом і за ім, дзякуючы за дар нашай матулі Найсвяцейшай Панны Марыі. Так складваецца, што жыхарам горада Ліды пілігрымаванне заўсёды трывае 10 паўдня. Гэта такая вельмі кароткая пілігрымка, поэтому заахвочваю, каб мы знайшлі час, каб некалькі гадзін вельмі прастарай, старажытнай формы малітвы, каб мы не карысталіся пілігрымаванне, калі мы ідзем і ахвяруем добраму Богу гэты труд Маці Божай, у даным выпадку нашай сітуацыі ў Тракелях, узнесці свае просьбы. Выходзім о 12 гадзіне, поэтому гэта хоць і дзень працы, але заахвочваю па меры магчымасці знайсці час, якім чынам запланаваць, каб ахвяраваць каля 5 гадзін гэтай малітвы на нагах і дайсці да Маці Божай. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву,
за склад феруванню за всяляку оказану допомогу. Велике дякую всім, хто ферує квітки для упригожування нашої святині. Заохочуємо, коли є така можливість, приносити квітки до костюла, що так само з'являється виразом нашої удячності Богу. Місце на квітки там при бочному вході в костюл будуть приготовані. Велике дякую за дар супольної молитви, стільки було б наших парафіальних об'явів на цей тиждень. Прийміть з днем народження віншування і щире від серця бажання, каб моцним здоров'я було і щастя у серці було. Каб служба у радость была, людская повага росла, и с кожной хвилиной цвели и молодели, сбывались усе ваши надеи. Хай любов у серці розквітає, мацніє віра з кожним днем. Нехай надія підтримає і руки не спознають столу. Хай в души появилось счастье, радость, под ноги стелет ясен цвет, прожить желаем здоровья, еще немало долгих лет. У каждого человека после крещения есть свой ангел-хранитель, и который оберегает его всю жизнь. Поэтому я и хочу подарить картину, которая так и называется «Ангел-хранитель». Посмотрите. Вялікі дзякуй нашим дзеткам за памяць, дарослыя таксама віншавалі у сераду. І найлепшы, напэўна, падарунак – гэта наша малітва, таму прашу маліцца за мяне. У чацвер нас чакае вырушыць у пілігрымку, таму маліцеся за нас, за ўсіх пілігрымаў, каб мы добра дайшлі і не спаткалі ніякіх праблем. І яшчэ раз дзякуй. Примите Божье благословение. Пан с вами. Нехай вас благословит Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа.